Поселок Малая Хита Красноярского края. Веками здесь мало что менялось. Текли воды Енисея, жила своей жизнью тундра. А вместе с ней жили ненцы. Занимались рыбалкой и охотой. Владимир Хорисович говорит, в последнее время жизнь в Малой Хите стала другой. Да, раньше как будто бы рыбу ловили, оленя добывали. Сдашь — деньги. А сейчас ни рыбу не поймать, и оленя запрети. Это оленей нет. Толи даже не могу купить. Гвоздей-то. Не то, что я алкаш, там, пьяница, там, или тунеядец. Но не из чего. Рыбы нет. Сети проверяют, сетка вообще черная его. Рыба и звери из этих мест уходят, а за ними и люди. Вымирают целые поселки. Любе 5 лет назад пришлось уехать из родного Мунгуя в Дудинки. Рядом с поселком выросли буровые вышки. Сейчас там говорят, что там земля очень испорчена. Олень туда не подходит, потому что там везде стоят буровые. Буровые вышки обслуживает тяжелая техника. Тонкий плодородный слой весь изрыт гусеницами. И это несмотря на запрет передвигаться по тундре летом на вездеходах. Такую картину увидела команда Greenpeace. Они сплавлялись на лодках от Дудина к Байкаловскому, фиксируя экологические нарушения, связанные с нефтедобычей в регионе. Уже в начале экспедиции столкнулись с сопротивлением. Двигатели всех лодок вдруг оказались неисправными. Открыли фильтр, сеточка разрезана, и внутри лежит булыжник. Местным настоятельно рекомендовали гринписовцам не помогать и по возможности присматривать за ними. Нефтяники этих ребят недолюбливают. Слишком уж много они знают о вреде, который наносит природе и людям нефтедобыча, а главное – нефтепотери. По информации Greenpeace, потери при добыче и транспортировке нефти в России составляют около 1%. А по данным Центра экологии топливо-энергетического комплекса – все 5%. А это, между прочим, 23 миллиона тонн нефтепродуктов ежегодно. В 33 раза больше, чем при разливе в Мексиканском заливе в 2010 году. Но даже одна не столь серьезная авария в низовьях Енисея может стать критической для экологии местных жителей. А в ледовых условиях Арктики риск разлива нефти резко возрастает. Поэтому экологи считают крайне опасным строительство независимой нефтегазовой компании нефтяного терминала Тналау на полуострове Таймыр. В проекте совершенно не учтены ледовые условия, там шторма, которые бывают регулярно на Енисее. То есть там отсутствует вообще план ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых условиях. Кроме того, строительные работы планируются в месте, где, по данным ученых, находятся 2 очага сибирской язвы. Сибирская язва и возможная экологическая катастрофа волнуют не всех. Федеральные каналы обвиняют гринписовцев в осквернении могил ненцев и спрашивают, на чьи деньги все эти проверки. Сам терминал пока только на бумаге, на месте только следы от бульдозеров, а гринписовцы в полном составе уже приехали. Откуда деньги на подобные разъезды по России всей командой? От добрых людей из-за рубежа. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проект нефтяного терминала на Енисее уже получил. Для Владимира Хорисовича это означает, что скоро ему придется навсегда уехать из Малой Хиты. Все, эта база вся кончается. Не, в городе я вот там сдохну, наверное, скорее всего. Дарья Соловьева, Петр Шеломовский, Владислав Залевский. Настоящее время.